О праве на доступ к информации. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров 29 декабря 2023 года подписал новый закон Кыргызской республики о праве на доступ к информации, который вступил в силу 12 июля 2024 года. Принятие данного закона вытекает из конституционной гарантии доступа к информации, находящейся в ведении государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Кроме того, принципы свободы доступа к информации предусматриваются международными стандартами, такими как Орхусская конвенция, принятая в 1998 году, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщая декларация прав человека. Закон о праве на доступ к информации распространяется на государственные органы и органы МСУ, государственные предприятия, а также юридические лица-монополисты и юридические лица, выполняющие государственный заказ. Ключевое отличие нового закона о праве на доступ к информации заключается в том, что теперь можно запрашивать информацию не только у государственных органов или муниципальных органов, но и у частных организаций, в частности, о естественных монополистах. Что представляет собой право на доступ к информации? Это право как физических, так и юридических лиц запрашивать информацию у государственных органов и организаций. Запрос на информацию может быть подан в устной или письменной форме. Ответ на письменный электронный запрос предоставляется в срок не более 10 рабочих дней, который может быть продлен до 10 рабочих дней в силу большого объема информации. По закону доступ к информации может быть ограничен по отношению к конфиденциальной, секретной и служебной информациям. К конфиденциальной относится информация о частной жизни человека, о внутренних вопросах деятельности коммерческих организаций и иные сведения в соответствии с законодательством. К секретной информации относится информация, разглашение которой может нанести вред лицу, обществу и государству, содержащая госсекреты, профессиональную, банковскую и иную предусмотренную законом тайну. К служебной относится информация, которая содержится в документах субъектов госсектора, представляющих внутриведомственную служебную корреспонденцию. Также закон содержит перечень информации, доступ к которой не подлежит ограничению. Об авариях, катастрофах, опасных природных явлениях, о состоянии здравоохранения и так далее. Предоставление информации является бесплатным, за исключением случаев, когда для получения информации требуется копирование документов и материалов, превышающих 15 страниц. Отказ в предоставлении информации, а также иные действия, бездействие и решения обладателя информации, нарушающие требования закона, могут быть обжалованы вышестоящему органу или должностному лицу, омбудсмену, либо в суд. Согласно предлагаемым правкам в Кодекс о правонарушениях, действительно предлагается изменение в Кодекс, в частности, введение штрафа в сумме 5000 сомов для государственного органа, если не предоставлена информация вовремя, либо не предоставлена в полном объеме. Согласно международному рейтингу RTI, оценивающему законодательство стран в части доступа к информации, в 2024 году в связи с принятием закона о праве на доступ к информации Кыргызская республика поднялась с 64 места на 35 место. Доступ к информации имеет ключевое значение для демократического управления и устойчивого развития. Эта инициатива способствует созданию эффективных и инклюзивных государственных институтов, укреплению доверия между гражданами и государством за счет их прозрачности и подотчетности, а также играет важную роль в достижении целей устойчивого развития.